наши самые ранние телезрители. В эфире программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня вторник, 3 марта. И практически во всех странах в этот день отмечается Всемирный день писателя. Причем отмечается он не только писателями, но считается и профессиональным праздником всех представителей четвертой власти. Поздравляю всех. Также сегодня Всемирный день слуха. В этот день медицинские и волонтерские организации во всех странах проводят мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом. Так, сегодня в столице пройдет акция «Берегите ушки ЕКТ», организованная благотворительным фондом «Харысхал». С гостями нашего эфира мы будем говорить о кохлеарных имплантах. А также уже совсем скоро мы расскажем вам, как сдать ГТО и вообще для чего это нужно. Ожидаем прямое включение со стадиона «Юность», где с нами на связь выйдет мой коллега Максим Гоголев. А также в нашей студии ожидается тренер по йоге Ольга Агарина. Мы будем выполнять утренние упражнения. А уже в ближайшее время поговорим о ремонтно-восстановительных работах. Ожидаем в студии начальника службы ремонта и эксплуатации УГРС Андрея Гусева. Напомню вам о нашем WhatsApp-номере 8 914 279 2262. Будем ждать ваши сообщения, поздравления, ну и, конечно же, вопросы гостям нашей студии. Ну а теперь знакомимся с прогнозом погоды на день 3 марта. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 25, минус 28 градусов. Днем ожидается до минус 15, минус 16. В заречных Улусах минус 26, минус 27. Утром, днем минус 14, минус 16. В заречных Улусах минус 20, минус 21 градус утром, днем минус 14, минус 15. В Вилюйских Улусах минус 21, минус 23 утром, днем минус 12, минус 13 градусов. В Нижнеленских минус 24 утром, днем до минус 16. А в западных Улусах минус 19, минус 21. Днем минус 10, минус 12. В Колымо-Индигирских минус 19, минус 21 утром, днем минус 8, минус 18 градусов. В Янских Улусах минус 16, минус 25 утром, днем минус 11, минус 14. На северо-западе минус 11, минус 12 утром, днем минус 18, местами минус 12 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 15, минус 17 градусов. Доброе утро, мы продолжаем. У нас весьма срочные новости в эту минуту. В Якутске от перекрестка с улицы Октябрьской до Вилюйского переулка будет перекрытие улицы Лермонтова. Управление газораспределительных сетей Сахатранснефтегаз приступит к ремонтно-восстановительным работам уже сегодня, 3 марта, с 9 часов утра. И сегодня в нашей студии начальник службы ремонта и эксплуатации УГРС Андрей Гусев. Андрей Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. В чем причина, что случилось, что за утечка, да, произошла? Причина простая. Газопровод уже старый, дорожным полотном конца 60-х годов. И произошла утечка газопровода. В нашем случае придется производить вскрытие дороги, дорожного полотна и производить ремонт. Будем работать. Когда обнаружим утечку, будем вскрывать грунт, скроем, произведем отключение участка газопровода города, произведем ремонтные работы. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать жителям этих улиц? Этих улиц,
самый простой, никаких движений там не производить и строить свой маршрут в других местах. В общем, все, в принципе. Стоит ли жителям этого микрорайона перекрывать краны, может быть, что-то еще? Мы всех потребителей газа уведомили, и все работы сами произведем, все сами отключим и все сами запустим. Обеспечивает ли газовая линия котельной? Да, обеспечивают. Котельные есть на этом участке газопровода, но их всех предупредили, чтобы они на всякий случай подготовили резервное топливо на время проведения работ. Возможно, понадобится. Ну вот конкретно какие улицы, да? Давайте перечислим, какие улицы будут перекрыты. Будет перекрыт участок от улицы Октябрьской до улицы Петровского. Этот участок желательно автомобилистам объезжать и пешеходам обходить. Всю остальную информацию мы дадим позже. Ну никак это не опасно для людей? Нет, ничего не опасного нет. Но Это штатные ремонтные работы. Просто время пришло к газопроводу, надо ремонтировать. А на какой срок предположительно? Сроки сейчас не можем точно уточнить, потому что газопровод находится на глубине 2 метров. У нас вечная мерзлота, это очень затрудняет производство ремонтных работ. Но в течение дня будем работать до самого конца, пока не закончим ремонтные работы. А о причине вообще как стало известно? Произошла утечка газа. Было обнаружено. Все. Ну и давайте обратимся к автолюбителям, наверное. Да, что просим вы вас хотели сказать? отнестись с пониманием и не создавать пробок на этом участке автотрассы. И объезжайте, пожалуйста. Стройте свой маршрут согласно наших аварийных работ. Очень надеемся, что ремонтные работы скорее, восстановительные работы скорее закончатся. Спасибо вам за участие в нашей программе. Мы продолжаем наш эфир. Начинается документальный цикл о якутянах-героях Советского Союза. Ничто на земле не проходит бесследно. Сегодня мы расскажем о снайпере Алексее Миронове, который не дожил до победы всего 39 дней. Что на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. 30 марта 1945 года. При освобождении Венгрии от фашистских захватчиков пал смертью храбрых снайпер, гвардии сержант Миронов Алексей Афанасьевич. До конца войны оставалось 39 дней, а легендарному снайперу было 33 года. Из воспоминаний боевых товарищей. Один из немецких юнкерсов оторвался от строя и стремительно пошел вниз. Миронов прицелился и плавно нажал на курок. Самолет стал набирать высоту. Миронов пожал плечами. «Это тебе не в уток стрелять», – пошутили над ним. Но вдруг юнкерс потерял управление и врезался в землю. Имя Алексея Миронова стало известно по всей армии. О нем писали в газетах, печатали фотографии, а фронтовые художники рисовали его портрет. Из письма жене Варе. Охотничий азарт помогает мне на фронте. На моем счету 180 немецких солдат. В удобной позиции, на расстоянии 1300 или 800-900 метров, пуля удачно попадает в цель. Если бы не снайперская хватка, возможно, я бы давно пал в каком-нибудь бою.
26 июня 1943 года гвардии полковник Василенко и Петерс пишут военный совет армии. Миронов достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Заключение военного совета армии наградить орденом Отечественной войны первой степени. С августа 1941 по март 1945 года гвардии сержант-снайпер Алексей Миронов прошел военными дорогами из Подмосковья до Венгрии. Он не дожил до победы всего 39 дней. Из письма Алексея Миронова. Я вернусь. Я обязательно вернусь. И он действительно вернулся на родину героем. 5 мая 1990 года прославленному якутскому снайперу присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Готов к труду и обороне. Именно с этого девиза мы начинаем наше утро. Что такое ГТО и зачем это нужно? Сегодня в этом будет разбираться мой коллега Максим Гоголев, который прямо сейчас находится на стадионе «Юность». Максим, доброе утро. Тебе слово. Доброе утро, Катя. Доброе утро, телезрители. Да, я остаюсь сегодня, с позаранку приехал на стадион «Юность», и перед вами в прямом эфире я попробую сдать нормативы ГТО. Доброе утро. Здравствуйте. Это наш тренер Николай. Он будет фиксировать мои успехи. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего начнем? Начнем мы с гибкости. Давайте попробуем. Я вам пока передаю наш микрофон, и вы будете комментировать, что мне нужно делать. Хорошо. Так, поднимаемся на тумбочку, ступни по обе стороны линейки, на ширине 10-15 сантиметров. С прямыми ногами выполняем наклон вперед, выполняем 2 раскачивания, и третий наклон максимально глубокий, с фиксированием не менее 2 секунд. Так, достаточно. 13 сантиметров вы выполнили на золотой знак. Ага. Так, как вы уже убедились, у меня уже есть первое золото. А что после этого мы будем делать? После этого мы перейдем к прыжкам в длину с места. Так, перед вами, телезрители, мы сейчас будем прыгать на длину. Давайте, Николай, я передаю вам микрофон. Так, прыжок выполняем одновременным отталкиванием 2 ногами. Прыгаем максимально на максимальное расстояние. Так, выполняем 3 попытки. Так, зафиксируем. 2.20. 2.20. Вы пока выполнили на серебро. Вторая попытка. Да. Смотрим линию, не заступаем. Отличный прыжок, 2.30 ровно. 2.30 ровно. Да, вы выполнили на золото, так что можете сразу останавливаться. Ага. Так, у нас уже второе золото. И далее куда мы переходим? Мы переходим к сектору для силовых упражнений. Давайте сейчас... Перейдемте, давайте на бег на короткой дистанции 30 метров. Да, Сэм, можешь остаться здесь, я сейчас скоро буду. Так, 4.80. 4.8. Вы с первой попытки у нас уложились на золото. Отлично. Отличный результат. Ага, Николай, спасибо. Давайте перейдем пока к силовым упражнениям. И мы поговорим с нашим Александром Викторовичем. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
И давайте расскажем, что такое ГТО, откуда это взялось. Ага. Ну, ГТО в 1931 году образовался. Это во время Советского Союза. Он обхватывал от 10 до 60 лет. Но в 1991 году, когда распался Советский Союз, все это дело прекратилось. Ага. Но в 2014 году, когда наш президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о возрождении готов к труду и обороне. Ну да. То есть основная цель, получается, чтобы спорт вышел в массы. Да, но в основном это ГТО от малого до преклонного возраста именно всех привлекает к массовому спорту. Да. А как вот распределяете вы нормативы? По возрасту, либо по весу как? Ну, у нас по ступеням от первой ступени до 11 ступени есть. Ага. По возрастам идет. Скажите, Александр, как можно готовиться к ГТО? Но обязательно нужна тренировка. Для этого все равно надо бегать, прыгать, на гибкость, на отжимания, подтягиваться. Но человек, который занимается систематично физической культурой, зарядкой и так далее, может выполнить нормативы. Ага. То есть, получается, можно будет приехать к вам и заниматься? Ну да, получается так. У нас несколько центров в нашей республике. Самый региональный центр наш находится на стадионе Туймаде. И там у нас можете там заранее заявку дать. И это на бесплатной основе? Да, на бесплатной основе, но обязательно нужна медицинская справка о допуске. Обязательно. Что ж, какие плюсы при сдаче ГТО у школьников, у студентов и у вообще работников? Ну, начнем со школьников. Выпускникам школьников даются дополнительные баллы при поступлении в вузы. И не только в вузы, а средние специальные тоже. Это не только СУФУ, это действует по всему России. И каждый вуз распределяет баллы от 1 до 10 баллов. Ага. В прошлом году сколько студентов использовали ГТО? Ну, могу сказать, именно СУФУ, могу сказать, 153 студентов воспользовались именно на бюджетной основе, которые дали дополнительные баллы и на бесплатной основе учатся. Сейчас, раньше, да, не очень популярно стало, но вот с каждым годом набирает ли ГТО популярность? ГТО именно набирает обороты, потому что сейчас люди очень систематично занимаются физической культурой, и социальные сети тоже влияют все это. И ГТО еще попал в федеральный проект «Спорт. Норма жизни». А это, сами знаете, майским указом президента к 2024 году население России должно заниматься 55%. Отлично. А самый старший возраст при сдаче ГТО, у вас есть зафиксированная цифра? У нас есть 85 лет. 85. 85 лет, который выполнил на золото. И я думаю, еще в этом году у нас есть еще коллега, бывший коллега, который Леонид Николаевич Кычкин, могу сказать, он должен выполнить, у него сейчас 80. Я сейчас не буду путать. По 90, да? Да, где-то по 90. Вот. А так, рекорд в России в этом году выполнивший ветерана Великой Отечественной войны 99 лет. 99 лет. Ну что, спасибо, Александр. Ну, если наши люди старшего возраста 99 лет могут сдать, почему мы не можем попробовать сами? Давайте далее мы переходим к силовым упражнениям. Что ж, Николай, что дальше идет? Так, нас ждет подтягивание на высокой перекладине. Объясню, прежде чем начнем. Так, пока не поднимайтесь, я, наверное, объясню, потому что устанете, да? Так, руки, хват сверху, руки на ширине плеч. Подтягиваемся без раскачивания, силовым методом. Вот. Так, вам на золото надо подтянуться 12 раз. Так, можно. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Все? Ну что ж, очередное золото есть. Сразу распишемся. Так, 12 раз. И уже расписываем. Так, далее, что после этого идет? Так, далее нас ждет поднимание туловища из положения лежа на спине. Тоже объясню, прежде чем начнем. Выполняем в течение 1 минуты. Вам нужно выполнить на золото 41 раз. Что ж, нам нужно 41 раз сделать сгибание. Это будет последнее упражнение. Пожелайте мне удачи. Ногами ко мне. Ногами ко мне. Да, ноги у нас должны составлять 90 градусов в коленях. Колени, микрофон можно будет сюда, пожалуйста? Ага, комментируйте, пожалуйста, в микрофон. Да. Так, исходное положение у нас ноги в коленях 90 градусов. Так, исходное положение лежа на спине. Руки за голову. Во время выполнения ни в коем случае захват разрывать нельзя. Также нельзя во время выполнения двигать таз по мату или отрывать таз от мата, от поверхности. Понятно, да? Также выполняем касание обязательно локтями от района бедра до колен. В этом районе обязательно нужно сделать касание. Все, хорошо, давайте попробуем. Так, выполняем в течение 1 минуты. Исходное положение лежа на спине. Захват плотный. Поехали. Все, начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 40, 41, Стоп. 42. И Управился, да? да, очередное золото. Поздравляю. Так, ну что ж, Поздравляю с очередным золотом. спасибо большое, что за меня болели. Надеюсь, мой профсоюз обратил на меня внимание. Сколько же золота я заработал? Так, за один заход, можно сказать, да вы заработали у нас 1, 2, 3, 4, 5 золота. Ага. Николай, большое спасибо, что вы сопровождали меня. Ну что ж, телезрители, занимайтесь спортом, проверьте себя, на что вы способны. Далее передаю слово Кате. Катя. Что ж, спасибо, Максим. Поздравляю тебя с успешной сдачей золота ГТО. Действительно отличный пример. В прямом эфире мой коллега Максим Гоголев продемонстрировал стандарты. Занимайтесь спортом, и вы не сомневайтесь в своих усилиях. Мы продолжаем меры социальной поддержки, которые существуют для ветеранов и пенсионеров в республике. Давайте вспомним, какие они в этом году, а именно размеры выплат. Итак, ветеранам тыла предусматривается ежемесячная денежная выплата при отказе от социальных услуг, которая составляет 1672 рубля. Бесплатные лекарства в размере 749 рублей. Ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг 2674 тысячи рублей. 100% скидка, компенсация стоимости путевки за санаторно-курортное лечение. На зубопротезирование 15 тысяч составляет выплата. Мат-помощь на ремонт жилья в арктических районах 50 тысяч. Материальная помощь на ремонт жилья в остальных районах 30 тысяч рублей. Единый социальный проезд, проездной билет составляет 477
рублей. Ветеранам труда полагается ежемесячная денежная выплата при отказе от социальных услуг в размере 1035 рублей, ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1604 рублей, единый социальный проездной билет в размере 477 рублей, а также компенсация стоимости путевки за санаторно-курортное лечение 80%. А также обратите внимание, какие выплаты полагаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и членам их семей. Помимо этого, детям Великой Отечественной войны также полагаются выплаты, а также категории пенсионерам в возрасте от 70 до 80 рублей. Ежегодно юноармейцы из военно-патриотических клубов из различных улусов соревнуются в республиканской военно-спортивной игре «Снежный барс». На днях улусный этап прошел в Хангаласском улусе. Тему продолжат наши коллеги. Патриотизм – это успешность наших детей, так как успешные граждане – это благополучное государство, сказал военный комиссар Хангаласского улуса Николай Весвала на открытии игры «Снежный барс». В улусном этапе игры участвовало 13 команд из школ Хангаласского района. Я являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Орион» по школе. И уже который год участвуем, каждый год участвуем в этой военно-спортивной игре «Снежный барс». И позапрошлым и 2 года назад становились третьими призерами 2 года подряд. Соревнования проводились по таким видам, как строевая подготовка, общая физическая подготовка, стрельба из винтовки, снаряжение магазина, сборка и разборка автомата, знание истории Отечества, военизированная эстафета. Лучше всего получается у меня командовать своим отделением. Что бы ты хотел довести еще до совершенства? До совершенства хотел бы довести стрельбу. Лично для меня это некая, я думаю, своеобразная подготовка и проверка перед армией, так как мне всегда нравилась армия, российская именно, и ее структура. Соревнования были посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения гвардии генерал-майора Андрея Ивановича Притузова, уроженца села Улахан, где и проводилась игра «Снежный барс». Самое главное – это сплотить наше юноармейское движение в современных условиях и добиться существенных результатов по подготовке граждан к военной службе. Воспитать у наших юношей и девушек ответственное отношение как к себе, как к своим обязанностям, как к своим традиционным патриотическим чувствам. В итоге соревнований 3-е место заняла Покровская средняя школа номер 1, 2-е место – Ойская школа. Победу одержала Улаханская школа, она и представит Хангаласский улус на республиканских соревнованиях. Сарглана Ильина, Анатолий Сивцев специально для «Нового дня» из Хангаласского улуса. На этой спортивной ноте первый блок нашей программы подходит к концу. Увидимся с вами буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Вторник, 3 марта на календаре. Я передаю слово своим коллегам из информационной службы, после чего мы продолжим. Доброе утро, в эфире новости, в студии Василий Раченко и главное к этому часу.
Росавтодор взял под контроль 4 строящихся моста на автотрассе Вилюй в Якутии. Все они должны быть введены в эксплуатацию уже в этом году. Об этом заявил по итогам рабочей поездки в наш регион заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Туриев. На совещании в Мирном представитель Росавтодора обратил внимание на неукоснительное соблюдение графика реконструкции 2 мостов на реках Сасар-Юрях, Улахан-Тугур и строительстве новых объектов через реки Тюкян и Малую Батуобию. Кроме искусственных сооружений и подходов к ним, в этом году на автодороге Вилюй приведут в норму более 270 километров трассы в Иркутской области и Якутии. Улица Лермонтова будет перекрыта из-за срочных аварийно-восстановительных работ в Якутске. Причиной стала утечка на газопроводе высокого давления. Лермонтова перекроют на участке от перекрестка с улиц Октябрьская до Вилюйского переулка. Работы начнутся сегодня в 9 утра. Особую сложность представляет установление места утечки. Газопровод проходит под полотном дороги, а выход газа на поверхность проходит через трещины в мерзлом грунте. Поэтому пока невозможно спрогнозировать даже приблизительное время окончания аварийно-восстановительных работ. Другим темам, муниципальный этап регионального конкурса «Моя профессия IT» завершился в Нюрбе. Конкурс призван вовлечь молодежь в сферу информационных технологий и помощи в профориентировании учащихся. На протяжении 2 дней участники отборочного этапа придумали IT-проекты для решения задач, поставленных районом. Направляли и консультировали команды опытные менторы и эксперты из IT-компании Якутска. По итогам муниципального этапа команда Нюрбинского технического лицея представит свой район в финале. Ну, чтобы сделать продукт, который жизнеспособный, да, это, конечно, в первую очередь должен быть система монетизации, да, бизнес-модель. Тут можно учитывать очень много факторов, потому что ребята будут разрабатывать по 5 направлениям, да, 5 направлениям, и каждое направление имеет свой уникальную аудиторию, рынок, да, и надо учитывать именно вот специфику этого, да, направления. Мы, конечно, даем проекты, которые участники не только просто ради какого-то решения, да, то есть вопросы, то есть они должны быть жизнеспособными. Поэтому мы еще дополнительно участников есть нагрузка, чтобы они сделали продукт, который жизнеспособный. Аналог номера 911 запустили по всей Якутии. Система 112, которая в прошлом году начала работать в столице, теперь доступна и на территории всего региона. Это новая система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. Набрать 112 можно с любого телефона, мобильного или же стационарного. Также принимаются и СМС-сообщения. При этом не важно, есть ли на счете вызывающего средства. Главное, чтобы телефон был в зоне действия любого мобильного оператора. Накануне службе дали официальный старт. На открытии отметили, что с начала тестовой работы в прошлом году жители Якутска позвонили на номер 112 с просьбами о помощи более 180 тысяч раз. По работе системы 112 с сегодняшнего дня приступили к опытной эксплуатации. То, что касается работы номеров 01, 02, 03, также параллельно будет работать, но основное усилие сейчас по нагрузке это все равно будет 112. Постепенно это номера вызова экстренных служб 01, 02, 03 будут в историю. Вот, и останется единственный номер, но наравне с остальными будет также функционировать. На сегодняшний день система 112, как было сказано, будет внедряться в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», будет развиваться и совершенствоваться. Между тем, в Якутии стартовал региональный этап национального чемпионата «Обилимпикс». В профессиональном мастерстве соревнуются люди с ограниченными возможностями здоровья. В этом году состязания проходят на 12 площадках в Якутске и Нерюнгри. Участвуют более 100 человек, которые впервые проявят себя в таких компетенциях, как социальная работа, медицинский и лабораторный анализ, а также прикладная эстетика. За звание лучшего в своем деле борются школьники, студенты и специалисты. Накануне участники оттачивали свои навыки на мастер-классах. Основные соревнования стартуют сегодня. Проверяю, смогу ли я начертить. Ну, вырезал геометрическую резьбу также. Животных вырезал. Цветы всякие. На 8 марта маме вот сейчас готовлю подарок. Ну, получается красиво, всем нравится.
все хотят такую же себе, покупают, бывает даже. Сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся к обсуждению главных событий утра. Не переключайтесь. Спасибо коллегам. Мы продолжаем. Хотим напомнить, что отчет правительства перед населением республики продолжается. Так, в Кобяйском Улусе на встрече приняли участие более 700 человек. На прием граждан составил 33 человека. Отчет продолжается. В селе Сибян-Кёль запланирован он на сегодня, 3 марта. В Мигино-Кангаласском более 1600 человек. Также продолжается прием. В Кангаласском более 270 человек приняли. В Булунском по метеоусловиям отчет переносится с 9 по 13 марта этого года. Всего отчеты прошли в 30 муниципальных районах и в одном городском округе с охватом более 24 тысяч человек. На личный прием обратились около 1500 человек и 5 коллективных обращений. Мы продолжаем. Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Благотворительный фонд «Харысхал» приглашает горожан присоединиться к акции «Берегите ушки ЕКТ», направленную на повышение осведомленности населения об охране слуха. Сегодня в нашей студии я рада представить замечательных гостей. Это учитель начальных классов Надежда Васильева и активист содействия реабилитации детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков» Венера Сивцева. Венера Петровна, Надежда Петровна, доброе утро. Доброе утро. Петровны вдвоем, да? Да. Ага. Давайте коротко о мероприятии расскажем. Называется оно «Берегите ушки ЕКТ». Проводится впервые, да? Да, впервые, в этом году только. Что ожидается, что из себя представляет мероприятие? Ну, как бы это мероприятие, да, чтобы все дети берегли свои ушки, особенно подростки. Сейчас все ходят в наушниках, слушают очень громкую не музыку. только дети, да, не да? только дети, и взрослые тоже. Поэтому вот такую акцию надо провести. Наша общественная организация проводит в этом году вот это десанты в школы, во вторую школу, 17 и 33 школу. Ну, будут проводить классные часы, так, уроки и игры интеллектуальные, ну, развивающие тоже игры будут проводить. И в целях акции вот сегодня с 11 часов в общественном центре Харысхале вот проводится консультирование с медцентра. Придут специалисты и будут консультировать не только детей, но и взрослых. Это все проводится Всех бесплатно. желающих, да, бесплатно. Я также наслышана, что можно присоединиться к акции, выложить фото, Да, в социальной сети надо выложить фото, приложив руку к уху и сфотографироваться и с хэштегом «Берегите ушки ЕКТ». Поддержать Да, акцию, поддержать, да. Ага, в целях поддержки. Вообще, если говорить о операции по кохлеарной имплантации, да, впервые она была проведена в Якутии ребенку в 2017 году, да, если я не ошибаюсь. Насколько вообще сегодня успешно проводятся такие мероприятия, и какое количество операций уже сделано? Ой, очень много, по-моему, сейчас детей таких с нарушением слуха очень много рождаются, еще приобретенные, поэтому посчитать я даже не знаю, там сколько сейчас в данное время. А в нашей... Сколько у нас там было, когда нас... Где-то 100 человек. Где-то 100 было. 100 детей, получается. Но у нас общественная организация, вот состоят родители детей с кохлеарным имплантом. Получается, ну, раньше в Якутске вообще не делали имплантацию. Мы ездили, вот наши дети, например, допустим, оперировались в Питере, в Москве, только в центральных городах России. И реабилитировались мы тоже там же, и в Нирингре, вот в центре Сувак. А вот с недавних времен, получается, тут начали... Сейчас все доступно, уже, не надо никуда выезжать, да? Ага. Ну, можно сказать, что вы, как мамы, на личном примере прошли через эти операции, да? Операции прошли ваши дети. Как долго, быстро восстанавливается ребенок? В каком возрасте примерно были сделаны, да? Ну, моему сыну год и 3.
Да, вот так в основном. Операцию сделали. Ну, чем раньше делать Тем операцию, лучше, тем говорят. лучше, да. Реабилитация проходит, ну, немножко легче, наверное. И, ну, реабилитация долго. Сразу, как имплант поставили, они не слышат. Надо Где-то очень 3-4 много, да, года. надо очень много усиленно родителям самим заниматься с ребенком. Конечно. Только да. так можно добиться результата. Ну, действительно, 3-4 года достаточно много, да, но это того, наверное, стоит, чтобы Да, ребенок стоит. сказал свои первые слова. Да. Ага. Но сегодня учащаются случаи все-таки, да, по проблеме слуха у детей. Каждым годом очень много детей вот с нарушением слуха рождаются. И не только рождаются, но и приобретенные вот из-за отита, из-за воспаления уха, да, слух ухудшается. И по прогнозам ВОЗ в 2050 году Даже так говорят. да, насчитывается где-то, ну, по прогнозам, 900 миллионов. 50 миллиардов даже говорили. Где-то, миллиардов даже потери слуха. Но вот такой имплант, он чем отличается вообще просто от слухового аппарата, к примеру? Может, кто-то не знает, да? Ну, слуховой аппарат, там говорят, там звук какой-то посторонний есть, а в импланте нет. Имплант вживляется в ухо вообще, в улитку. И электроды вживляются в ухо, поэтому гораздо лучше слышит ребенок. Ну, почти как обычный человек. И реабилитация, ну, как обычные дети, уже наши дети, допустим, говорят, уже общаются наравне. Что ж, уважаемые гости, огромное вам спасибо за то, что пришли к нам этим утром, проснулись, поделились новостями. Желаем здоровья вашим детям. Спасибо. Отличного дня. И предлагаем всем телезрителям присоединиться к акции «Берегите ушки ЕКТ». Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы будем заниматься йогой. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 3 марта. Что ожидается сегодня, что нам скажут синоптики, расскажем в свежем прогнозе погоды. Итак, сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 25, минус 28 градусов. Днем до минус 15, минус 16. В заречных Улусах минус 26, минус 27 утром. Днем минус 14, минус 16 градусов. В южных минус 20, минус 21 утром. Днем минус 14, минус 15 градусов. В Вилюйских Улусах минус 21, минус 23 утром. Днем минус 12, минус 13. В Нижнеленских минус 24 утром. Днем до минус 16 градусов. В Западных Улусах минус 19, минус 21 утром. Днем минус 10, минус 12 градусов. В Колымо-Индигирских Улусах минус 19, минус 21, днем минус 8, минус 18. В Янских Улусах минус 16, минус 25, утром, днем минус 11, минус 14 градусов. На северо-западе минус 11, минус 12 утром, днем минус 8, минус 12. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 15, минус 17 градусов. Доброе утро! И, как я и обещала, будем заниматься мы йогой. Сегодня замечательные гости. У меня в студии это Ольга Агарина, тренер по йоге. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну,
О полезностях йоги говорят многие, пишут многие. Столько разновидностей существует, да, у йоги. О какой йоге мы сегодня будем говорить с вами? Ну, так как у нас утро, я предлагаю сделать комплекс такой утренний, заряжающий. И, как показывает практика, не у каждого человека дома есть коврик, и не каждый вообще готов, в принципе, заниматься. Поэтому существует специально для таких вот неёжистых людей простой комплекс можно сделать сидя, например, даже за столом. Можно сделать комплекс на стуле. Поэтому давайте все-таки ради традиции я на коврик перейду. Но в целом это будет для всех. И для вас, уважаемые ведущие. Так, интересно. Как мне встать вот так, да? Хорошо, смотрите. Я буду стоять, но представьте себе, что вы тоже, например, стоите, либо сидите. Я знаю, что вы смотрите телевизор, возможно, уже перед выходом на работу выполнен такой комплекс. Вы со мной? Давайте, куда мне встать? Давайте рядышком. Давайте рядышком. Так, я уже готова. Для начала просто вытяните руки. Так. Соедините руки в замок. Вот так, в замочек. Вытягивайте от себя. Молодец. До конца втяните локти. Оказывается, многие люди просто вот даже не умеют выпрямлять руки. Поэтому мы сейчас все вместе выпрямим локти до конца. Соединим большие пальчики рук. И поднимем руки наверх. Просто поднимаем руки наверх. Да. Без прогиба, причем в пояснице. Нужно втянуть таз. Так, мне мешает мой ремешок на платье. Он Хорошо. тянет. Давай еще разок. Вытягиваем, поднимаем руки вверх. Отлично. Улыбнемся обязательно. Это главная мышца в йоге. И на выдох будем опускать руки в правую сторону. Просто в правую сторону. Смотрите, больше ничего. Затем вверх. Только руки, да? Да. Руки, естественно, корпус тоже немножко в левую сторону. Давайте еще разок. Так. Вверх. Опускаем руки в правую сторону. А теперь развернем лицо наверх. И корпус тоже. Возвращаемся. Так, да, примерно? Да. И в другую сторону также опускаем и разворачиваемся наверх. О! Успел улыбнуться? Да. Самое главное. Теперь смотрите, дорогие зрители. Правую руку наверх. Вот это я не смогу. Почему? Вот так, да? Да, получится. Отпускаем левую руку. Отпускаем, поднимаем, фиксируем левую руку на локте. Касаемся правой ладошкой спины. Так. Коснулась. А теперь развернись. И теперь левой рукой соединяемся с правой. Получилось? Ну, вот так вот. Тоже хорошо. Расцепляем руки. Опять в замок. Сгибаем. Левая рука теперь. Теперь правой рукой фиксируем левый локоть. Правый на левый. Да, молодец. И теперь с этой стороны попробуем руки соединить. Ой, что-то пошло не так. Все хорошо, молодец. Получилось? Вы знаете, с левой стороны процентов у 80 людей руки не соединяются. Вы соединились? Нет. Нет. В этом случае нужно просто левую руку опустить на правую и походить немножко так. Так, ладно. Что нам это дает? Смотрите, с утра человек зажатый, плечи зажаты, голова наклонена вниз. Чтобы раскрыть грудную клетку и тем самым запустить кровообращение, запустить сердечную мышцу, нужно просто поднимать руки вверх. Но так как мы не можем такой по городу ходить, поэтому элементарная какая-то вот нагрузка и работа с плечами уже раскроет плечевой сустав. Я уже чувствую, как у меня мышцы тут. Тепло стало? Да. Вот видишь, даже улыбаться стало, смотри. Да. Да. Это такая простая утренняя гимнастика, делайте все. Это обязательно делать по утрам. Да, желательно делать по утрам, причем всем, и детям, и можно и учителям, и начальникам. Ну, всем людям, кому нужна красивая осанка, и хотя бы немножко, чтобы раскрылась грудная клетка. Не обязательно наклоняться, там какие-то позы сложные делать. Это самое-самое простое. Вот этого вот будет достаточно, да? Для того, чтобы зарядиться, да. Ага. Ольга, давайте присядем. Хорошо. Я хотела бы вам задать несколько вопросов. Вообще бытует такое мнение, что йогой занимаются только женщины, только девушки. Так ли это? Подходит ли йога мужчинам? Очень жалко, что об этом так все думают. Вы знаете, я думаю, сколько люди теряют, думая, что йога — это просто сидение в одной позе, медитация там, и какие-то там чакры, раскрывания, медитации, молитвы, ничего подобного. Йога — это очень веселое вообще направление.
для всех мужчин. Для мужчин это отдельная, конечно, категория, потому что они очень жесткие, не гибкие. Для них это свое. Для женщин, для беременных это отдельная йога. Для родивших это отдельная йога. Для тех, у кого болит спина, это тоже отдельная йога. Представляете? Для каждого вообще этапа есть Для каждой своё. категории, Для да, каждой скажем категории, так? да. Ага. А дети занимаются йогой? Дети, да, занимаются. У них более такая, она веселая, более подвижная. Они принимают какие-то позы, придумывают им названия. Ну, то есть там совсем другое. Интересно. А вот, может быть, вы знаете каких-то звезд голливудских, много, которые конечно. вот именно продвигают, да, йогу, пропагандируют ее? Не то, что пропагандируют, они просто в йоге, они хотят дольше оставаться молодыми, дольше хотят быть энергичными, поэтому они выбрали йогу. А йога снимает стресс великолепно. То есть, например, если вы приходите вечером с работы, вас никто не будет заставлять стоять на голове, там, садиться на шпагат. Для этого существуют спокойно расслабляющие какие-то практики, дыхательные. Если хотите вы утром зарядиться и сделать сегодня прям вот все-все-все, конечно, для вас будет свой отдельный комплекс. Поэтому звезды выбрали именно это направление, чтобы оставаться продуктивными, такими крепкими, сильными и молодыми. Ольга, ну не могу не отметить, что вы отлично выглядите. Давно ли вы занимаетесь этим Ну, около видом? 15 лет, уже 15 лет. И до этого я была фитнес-тренером и ушла из этого направления, потому что йога больше мне приносит пользу, для меня она больше продуктивна. Ну, мы вот сейчас продемонстрировали упражнения, которые лучше делать с утра, которые настроят нас, да, в правильное русло, так скажем. А что вы бы порекомендовали после тяжелого, рабочего дня? Вот пришел, никакой. Хорошо, быстро скажу. Так как я преподаватель йоги, я очень много разбираюсь в физиологии человеческого организма. В течение дня что мы делаем? Мы в стрессе, мы в таком напряжении, мы практически не дышим. То есть, если вы заметите, то человек дышит там короткими такими вдохами-выдохами. Чтобы подготовиться ко сну, желательно начать просто спокойно дышать. Дышать глубоко и расслабленно. Вот этот самый главный критерий. В принципе, больше ничего не нужно. Тогда мозг скажет: ага, хозяйка моя готовится ко сну, а дай-ка я буду расслабленней. Дай-ка я буду отключаться от таких вибраций энергичных. Поэтому достаточно того, что просто выравнивать и наблюдать за дыханием. А вот те люди, которые только начинают, да, только знакомятся с йогой, приходят на занятия, вот лучше с чего им начинать или с чего они начинают? Это вот с медитации, возможно, каких-то или каких-то легких упражнений? Есть специальная категория йога для спины. Туда приходят вот те, кто вообще ничего не делал. Но, как правило, у 90% болит спина. Это либо шея, либо грудной отдел, либо поясница. Они приходят на йогу, они знакомятся, что такое йога, что это не сложно, не больно. Никто ногу за голову закидывать не будет. И почему-то вот именно такое представление. Да, вот я прям вообще, мне очень обидно за это. И потом постепенно люди уже вливаются, они понимают, что тренер — это не зверь. Тренер может и погладить, и, если что, наругать. Вот. И с этого дальше уже выбирают свой путь. Ольга, интересно, а с чего вы начинаете свой день? Во сколько вы просыпаетесь сами? Я просыпаюсь в 7:30, готовлю завтрак, бегу в садик и начинаю уже свою гимнастику утреннюю. У меня есть гимнастика для тела, гимнастика для лица, массаж лица, то есть у меня целый комплекс. Для лица тоже есть. Интересно. Становится ли больше людей, которые знакомятся с йогой? Да, благодаря, конечно, Инстаграму и соцсетям люди понимают, что это нормально, это доступно, что это недорого. Опять же, для йоги ведь не нужно штанг иметь, гантели. Достаточно коврик, достаточно какую-то территорию и просто время. Самое сложное, как говорится в йоге, это расстелить коврик, больше ничего. А зачем, по-вашему, нужно заниматься йогой? Если вы хотите сохраниться как можно дольше и морально, и физически заниматься йогой, это самое то. Потому что все-таки фитнес, он, конечно, укрепляет фигуру, но он выматывает сильно. А все-таки, чтобы сохранить энергию, нужно ее уметь восстанавливать, что, к сожалению, большинство людей не умеют. Что ж, Ольга, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, что позвали. Хочу напомнить, что в нашей студии был тренер по йоге, это Ольга Агарина.
Еще раз спасибо. Желаю вам оставаться такой же прекрасной. Занимайтесь йогой, что ж, знакомьтесь с этим видом, я бы сказала, искусства, видом спорта. Желаю вам отличного дня. Передаю слово своим коллегам из якутского блока Пелагее Буртаховой и Алексею Лукину. Ну а я, Катерина Винокурова, прощаюсь с вами до завтра. Увидимся. Отличного дня.